Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Татары. Мы теряем татарский музей имени советского поэта Фатиха Карима и теряем татарское село Аитово в Бишбулякском районе Башкортостана. От имени Всемирного Курултая Башкир поступило обращение к главе Бишбулякского района Башкирии к Артуру Зарипову. Его просят в честь 120-летия со дня рождения брата Фатиха Карима, а именно башкирского в кавычках поэта и общественного деятеля села Аитово Габдуллы Каримова, провести научно-практическую конференцию, которая будет посвящена деятельности этого самого Габдуллы Карима. В народе его еще называют Ярлы Карим, то есть контуженный. Он получил ранение во время войны. Также Всемирный Курултай Башкир просит увековечить имя Ярлы Карима, переименовать музей поэта Фатиха Карима в селе Аитово в музей поэта Габдуллы и Фатиха Каримовых. Заодно организовать экспозицию, посвященную жизни и творчеству Ярлы Карима. Местным властям Аитова еще нужно будет организовать аллею башкирского поэта Ярлы Карима на территории Дома культуры села Аитово. Конференция запланирована на май 2021 года. Доклады сделают до боли нам знакомые башкирские этномиссионеры. И их главари – это Азат Ярмулин, который начальник отдела Нацархива Башкирии, Салават Хамидуллин, руководитель рода Мин Ахнаф Тимирбулатов, поэтесса Лариса Абдуллина, ну и выходец с поселка Аитово и по совместительству ее главный башкиризатор Альфред Шаймарданов. Музей Фатиха Карима важен для татарской нации и для татар Башкортостана тем, что он на протяжении 50 лет своего существования уже стал центром патриотического воспитания, пропаганды творчества поэта и воина, героически погибшего на фронте Великой Отечественной войны. Содержание музейных экспонатов и публикаций, связанных с Фатихом Каримом, раскрывают незабываемые страницы не только биографии поэта-патриота, но и материалы об исторических событиях и литературных процессе ТССР и писательского сообщества Советского Союза 20-30-х годов, когда формировался Союз писателей Советского Союза. В музее накоплены мемуары и документы, связанные с Фатихом Каримом, раритеты, представленные вдовой поэта Кадрией Ишуковой и дочерью поэта. Музей стал популярным брендом Бишбулякского района Республики Башкортостан, святыней татарской и советской культуры. Практически его формат и название стали объектом нематериального культурного наследия многонациональной России. Переименование музея героя Великой Отечественной войны и классика татарской поэзии Фатиха Карима в музей братьев Каримовых обезличило бы каждого из столь разных по творчеству и судьбе Фатиха и Габдуллы. Изменение статуса общепризнанного музейного учреждения может вызвать негативный резонанс и нанести ущерб имиджу Бишбулякского района и Республики Башкортостан. В экспозиции музея уже размещены материалы о жизни и творчестве Габдуллы Каримова. Раскрывается его роль в обучении Фатиха Карима в Белебее и устройство его в Казани. Песня «Нозла Калькаем» на слова Ярлы Карима успешно исполняется на литературных вечерах и в рамках музейных мероприятий. К сожалению, в настоящее время произведений Ярлы Карима и материалов, связанных с его жизнью, очень мало. Практически все, что известно о нем, экспонируется в музее и используется при проведении литературных юбилейных мероприятий. В антологии татарской поэзии, изданной в Казани в 1992 году, помещены 2 стихотворения и краткая биография Ярлы Карима. В автобиографии Фатиха Карима, изданной в трехтомнике поэта в 1980 году, указана биография его старшего брата Ярлы Карима, который находился в Уфимской психиатрической больнице 1926 года до своей кончины в 1937 году. В общем, хотелось бы услышать более весомые доводы для увековечения памяти Габдуллы Каримова, помимо того, что он приходился старшим братом гениальному татарскому советскому поэту Фатиху Каримову. Глава Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов просит прокуратуру Башкирии разобраться с публикацией на сайте «Реальное время». Эта публикация посвящена башкиризации. Ее заголовок «Почему меня заставляют стать башкиром? Что за цирк?».
На всякий случай уточним, что эта статья – это на самом деле перевод статьи из татароязычной газеты «Татарстан Яшляры». Суть статьи заключается в том, что татарская поэтесса Нажиба Сафина, которая родом из Янаульского района Башкортостана, она рассказывает, как к ней обращаются земляки и жалуются, что некоторые агитаторы склоняют их в предстоящей переписи населения записаться как башкиры. От Общественной палаты Башкортостана звучит следующая формулировка. Под видом критики процесса башкортизации населения формируется у читателя убеждение о наличии фактов массового притеснения татарского населения в Республике Башкортостан по признаку национальности. Тем самым формируется негативное враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению. Еще раз, под видом критики процесса башкортизации населения у читателя формируется понимание, что татар Башкирии притесняют. Любопытная формулировка по мысли Общественной палаты Башкирии, что вообще нельзя критиковать башкортизацию, что башкортизация – это на самом деле не притеснение татар республики. Реакция Ростислава Мурзагулова – прям только одни эмоции. Зачитываем. Когда я читаю подобные вещи, у меня сердце сжимается от боли и от обиды, и даже, честно говоря, от злости на тех, кто стравливает наши народы, близкие настолько, что найти ту границу, где заканчивается татарин и начинается башкир, практически невозможно. А кто ищет эти самые границы между башкирами и татарами? Кто первый начал? Кто там гербы рисует башкирским племенам, гимны принимает, глав родов от имени Всемирного Курултая башкир набирает? Между прочим, Ростислав Равкатович, в тексте звучит упрек, что в Башкортостане для трети татароязычного населения не шьются татарские национальные костюмы. У вас есть что возразить этому? Любопытно слышать, конечно, такое возмущение от Ростислава Мурзагулова, который башкирскую культуру активно внедряет образ Моргенштерна, подгоняет ему какие-то химические вещества, комментирует фейковые новости об аресте Урала Рахимова. Но признаемся честно, Ростислав Мурзагулов действует строго в очень давней башкирской традиции. Если у Башкортостана есть проблемы, то жалуйся на татар. Нам попался на глаза очень интересный документ от башкирских общественников, написанный ими в середине апреля 2017 года. Этот документ – это на самом деле жалоба на текущее социально-экономическое состояние в Башкортостане, жалоба на руководителя республики и жалоба на татарский фактор, то есть на татар. Письмо это от башкирских общественников было направлено в Следственное управление по Башкортостану и на имя президента России Владимира Путина. В документе говорится, что в 2017 году в Республике Башкортостан идет процесс, который авторы жалобы назвали как «геноцид башкир в мирное время». Авторы дают понять, что в этом самом геноциде виноваты татары Башкортостана. Причем авторы также дают понять, что из-за татар на последних ролях в республике оказались не только башкиры, но и русские. А главный татарский националист в Башкортостане – это, видите ли, глава республики Рустем Хамитов. Любопытно еще то, что авторы жалобы на татар в Следственное управление Башкортостана и Путину уверены, что власти Башкортостана специально обманывают федеральный центр, указывая того или иного татарина-бюрократа во власти башкирам. Все финансовые потоки, вопросы распределения земель и собственности в свои руки взяли опять татары Башкортостана. А видите ли, если башкир и русских берут во властные структуры Башкортостана, то, еще раз, видите ли, в исключительно декоративных целях, подбирая людей безропотных, слабовольных и профессионально слабых. А это все делается специально, чтобы татары Башкортостана, видимо, задрав носы, указывали, что башкиры и русские во властных структурах не справляются со своей работой. А еще в жалобе на татар Башкирии в Следственный комитет и Путину есть интересный момент с семейными отношениями. Итак, в голове авторов жалобы складывается такая картинка. Смешанная татаро-башкирская семья, муж башкир, жена татарка
И вот муж башкир всегда недоволен женой татаркой. И в этом виновато руководство Башкортостана, заключают авторы доноса. Ну а кто подписал этот мерзкий донос на татар Башкортостана? А подписал председатель коллегии общественной организации «Аркадаш» Бадреддинов Вляхмет Минахметович. Также подписали этот донос Сагит Исмагилов. Они сейчас организовали общественное объединение «Патриоты Башкортостана». Увы, но свою подпись под доносом на татар Путину поставил и председатель ликвидированной экстремистской организации «Башкорт» Фаиль Алчинов. Ну что ж, с 2017 года утекло прилично много воды. В 2017 году со второй половины весны начался языковой конфликт из-за резонансного законопроекта Госдумы о родных языках в школах. Временный союз между башкирскими и татарскими общественными организациями случился. Была попытка как-то повлиять на этот законодательный каток. Ничего не получилось. За эти 4 года к власти Башкирии пришел глава Ради Хабиров. Не татарин, хотя и типтяр. Организацию «Башкорт» признали экстремистской. И сейчас на активистов есть гонения. У нас вопрос. Татары Башкортостана все так же виноваты во всех бедах Башкортостана? Или все-таки проблема не в татарах Башкирии? Старший научный сотрудник Института истории Марджани и доцент кафедры истории и гуманитарного факультета университета Оулу, это Финляндия, Роман Хаутала, обнаружил, что как же плохо знает историю башкирский этномиссионер Юлдаш Юсупов. На глаза Романа Хаутала попалась книжка Юсупова, которая называется «История Башкортостана 15-16 веков». В этой книге Юсупов пишет, как башкиры столкнулись с монголами в 1232 году из сведений, подчеркнутых из лаврентьевской летописи. И это же столкновение башкир с монголами Юсупов подтверждает ссылкой на записи Рикардуса о первом путешествии брата Юлиана, венгерского монаха-доминиканца, который ушел на восток искать Великую Венгрию. Потом Юсупов рассказывает, что башкиры окончательно якобы подчинились монголам в 1236 году. Тогда монголы возвращались из Венгрии обратно в наши Урал-Поволжские края. В первую очередь несколько слов о первом мнимом столкновении башкир с монголами в 1232 году. Это утверждение основывается только на короткой записи под этим годом в лаврентьевской летописи, которая звучит на современном русском следующим образом. В том же году пришли татары и зимовали, не дойдя до великого города Болгарского. Точка. Очевидно, что здесь речь идет об относительно неудачном наступлении монголов в сторону Беляра осенью 1232 года и зимой следующего года. Столь же очевидно, что здесь не упоминаются башкиры. Продвигаясь из современных казахских степей коренным землям волжских булгар, севернее Большого Черемшана, монголы, разумеется, должны были затронуть то население, которое проживало в современной Оренбургской области и Башкортостане. Однако летопись не уточняет ни эндонима, ни экзонима этого населения. Что же пишет Рикардус о посещении монахом Юлианом башкир? Мы вообще кого имеем в виду, говоря о башкирах времен Юлиана? Рикардус описывает первое путешествие брата Юлиана на восток в поисках восточных мадьяр, которых он в нескольких местах называет унграми, по-русски венграми. Заголовки унгарами, точнее, по-русски венграми. Заголовки записи территории их обитания называются Великой Венгрией, а в самом ее начале Старшей Венгрией. Несмотря на утверждение Юсупа, запись Рикардуса не упоминает башкир ни словом, но содержит сведения о территории проживания восточных мадьяр. Согласно Рикардусу, Юлиан смог найти восточных мадьяр после того, как он прибыл в некий большой город в Волжской Булгарии. Этот город, по всей видимости, можно сопоставить с великим городом русских летописей, то есть Беляром. Первые пределы проживания мадьяр, соответственно, находились в 2 днях пути от Беляра у некой большой реки Итиль. Какое расстояние имеется в виду под этим выражением, остается неясным, и определение этой большой реки также представляется невыполнимым из-за наличия нескольких кандидатов. Важнее, однако, указание Рикардуса на то, что в отличие от Волжской Булгарии,
Великая Венгрия располагала множеством селений, но в ней отсутствовали города. Хаутала делает предположение, что, скорее всего, Великая Венгрия вполне могла быть на пути следования монголов в 1232 году. Монах Юлиан описывает, что до завоевания Волжской Булгарии монголы подчинили Великую Венгрию. Кстати, сам венгерский король Белла IV сообщает германскому королю Конраду IV в 1241 году, что монголы начали свой поход с подчинения восточных мадьяр, то есть венгров, а закончили походом уже на западных венгров. Ну а где же сами башкиры в средневековой истории Урал-Поволжья? Тут Роман Хаутала рассказывает о свидетельствах другого средневекового автора, а именно фламандского монаха Иоанна Плана де Карпини в 1947 году. Упоминание баскартов впервые появляется в истории монголов Иоанна де Плана Карпини в 1247 году. Однако этот экзоним совсем не значит то, что Юлдаш Юсупов понимает под современным этнонимом башкиры. Напротив, брат Иоанн всякий раз уточняет, что бастарки проживали в Великой Венгрии, очевидно подразумевая восточных мадьяр. Гийом де Рубрук, в свою очередь, пишет в 1255 году о паскотирах и земле паскотир, и также уточняет, что они являлись венграми, обитавшими в Великой Венгрии. А как же смотрели на башкир арабо-мусульманские авторы? Ну, может, у них есть упоминание башкир? А нет. Роман Хаутала говорит, что и эти средневековые авторы под башкирдами имели в виду все тех же венгров-мадьяр. Басджирды, баджгирды и прочие формы написания этого экзонима были известны мусульманским авторам уже с X века. И в частности, Ал-Балхи был, вероятно, первым автором, который употребил этот экзоним как для западных, так и для восточных мадьяр. Его нововведение было заимствовано Ал-Истахри и Ал-Масуди, в то время как Якут свидетельствует использование наименования башкирдов в отношении западных мадьяр в первой четверти XIII века. Наиболее характерным примером, тем не менее, является Ал-Гарнати, проживший в Венгрии с 1150 по 1153 год. В своих трудах он именует западных мадьяр исключительно башкирдами и использует этот же экзоним в отношении восточных мадьяр. Вот такие исторические источники, которые приводит Роман Хаутала. Ни о каких башкирах ни один средневековый автор, будь то он европейский монах или арабо-исламский летописец, не пишет. Они лишь пишут о венграх, но никак не о башкирах. Наш башкирский коллега ссылается в данном отношении на то место в сборнике летописей, где Рашид I пишет о начале западного похода Бату и кровопролитном сражении с буларами. Юлдаш Юсупов особо выделяет то место, в котором Рашид I утверждает, что несмотря на поражение жителей страны Булары, башкирт не подчинились монголам. Это, с точки зрения Юсупова, является свидетельством восстания башкир и их решительного сопротивления монголам. Сравнение с работой Джувини, тем не менее, показывает, что Рашид I почти дословно заимствовал у него этот фрагмент, хотя и поместил его в другом месте. Джувини в этом заимствованном месте пишет не о башкирах, а о келарах и башкирдах, то есть западных мадьярах, и относительно многословно описывает вторжение Бату в Венгерское королевство и особенно битву на Шайо 11 апреля 1241 года. Ну а как встретили профессиональные историки то, как Роман Хаутала разгромил башкирского домиссионера Юлдаша Юсупова? Смотрите, как оценил авторитетный российский историк и археолог из Уфы Владимир Александрович Иванов. Доклад замечательный был, я с удовольствием. Как видите, манипуляции с историческими данными и источниками башкирскими домиссионерами не находят абсолютно никакой поддержки у профессионального сообщества историков.